В Московском музее Победы на Поклонной горе открылся зал проекта «Лица Победы». Это крупнейший архив фотографий и историй миллионов людей, которые в годы Великой Отечественной войны боролись с нацизмом. Причем рассказать о своих родных в рамках этой акции может любой желающий. Как это сделать, узнавал Максим Кардозу. Нужно всего лишь полминуты, чтобы увековечить ваших родных. Надо зайти на сайт проекта «Лица Победы», зарегистрироваться, внести данные дедушки или бабушки, отправить фото и написать о них несколько строк. Люди могут писать все, что угодно. Может быть, для кого-то важно написать о том, что у его родственника имеется, предположим, 5 ранений. Кто-то может написать о том, что у его родственника имеется 6 медалей. Кто-то пишет о том, как он жил в то время. То есть темы нету. Главное то, что люди сами пишут историю своих близких и передают поколениям ту историю, которая в данный момент иногда забывается. Эти данные обрабатываются и становятся частью масштабной мультимедийной экспозиции в Московском музее Победы. Сотни лиц одновременно в непрерывном режиме появляются на экранах. Вот так выглядит экспозиция «Лица Победы» в музее на Поклонной горе. Сюда может прийти каждый и увидеть фотографии своего родственника вот на этих больших экранах. Причем даже если у вас нет фотографии вашего дедушки или бабушки, то все равно можно поучаствовать в этой акции. Вот, например, люди просто прислали вот такую картинку и отправили информацию о своем родственнике. Это Петр Андреевич Васильев, который погиб в 1945 году в Германии. Проект «Лица Победы» – это не одноразовая акция. Этот мультимедийный центр станет частью основной экспозиции Музея Победы и будет постоянно пополняться. На данный момент регионы также подключились к нашему проекту. Они активно освещают их в СМИ, создают точки приема данных в библиотеках, в МФЦ. Но, может быть, у людей нету компьютера, может быть, человек не очень хорошо разбирается в интернете, не знает, как отсканировать или еще что-то. Вот как раз в регионах сейчас создаются как раз точки приема для помощи как раз для таких граждан. Пока увидеть фотографии ветеранов можно только в музее на экспозиции. Но авторы проекта говорят, что в скором времени этот формат будет доступен и онлайн, прямо на сайте. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.